Уважаемый Рустам Камилович, хурматтуу кеңешмеде катнашуучулар, разрешите доложить об итогах социально-экономического развития Тюлещинского муниципального района за 2021 год и обозначить приоритетные задачи на текущий 2022. По предварительной оценке в 2021 году валовый территориальный продукт превысил 7 миллиардов рублей или 101% к уровню 2020 года. Индекс промышленного производства по итогам года составил 108,1%. Объем отгруженной продукции оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Темп роста инвестиций в основной капитал составляет 141%. В суммарном выражении было вложено порядка 2,5 миллиарда рублей. Район иqtisadi үсешінің мұхим факторы болып, ауыл қожалығы тұра. 21 жылда жетіштірілген продукция көлемі 2,9 миллиард сом тәшкил етті. Барлық шашу майданларынан біртікке көштеріп есептегенде 65 мың тонна толайым продукция жиып алынды. Узған қожалық жылында 25 мың тоннадан артық сүт жетіштірілді. 950 миллион сомлық тірлікселік продукциясы сатылды. 22 жылдың 1 мартына ауыл қожалығы ешмалары һәм крестьян фермер қожалықларында 12 мың ярым баш мүгізлі әрі бар, шуларың 4300 сауым сиырлар. Ауыл қожалығының үсеші предприятиялар тарафынан ғамәлге ашырыла тұрған кіртім проектларға бәйлі. Август компаниясының Тюлещин районына бір жылда 594 миллион сом инвестиция кіртуі келешекке зор ышаныш тудыра. Қожалықта сағатын 65 тонна егарлікте смета веясы 107 миллион сом болған ашлық кептірі заводы түзілді. 438 миллион сомлық 107 бірәмлік техника сатып алынды. Компания ағымдағы жылда жетіштірушәндігі сағатына 10 тонна болған ұрлық шестарту һәм сақлау комплексы түзірге планлаштыра. Объекттің бәясы 500 миллион сом. Инвестицияларының ғымыми жылық көлемі 630 миллион сом болар деп көтілі. Егенше қожалығында 504 башқа есептленген заманша сүт сауы комплексы түзіліші давам ете. Смета бәясы 250 миллион сом. Узған жылда комплекс түзілішінде 50 миллион сомдан артығырақ ақша татылды. Ағымдағы жылдың 4-ші кварталында бұл объектіні пайдалануға тапсыру планлаштырыла. Алан қожалығында яздан 1000 башқа есепленген заманша сауы комплексінің бірінші табында түзілішлерін башқарға деп тұрабыз. Алда аталған проектлардың yazмышы банклардан күтілген кредитларға бәйлі. Біз бигерәкте Россельхозбанкқа зор үмітлер бағылайбыз. Бүгін район қожалықларында тұлы қуатыны язғы қырышларына әзірлік бара. Бұлған техника тағылма машиналар сапқа бастырылса да, ұрлық әзірлау бойынша әліштер бар. Қайтарылған ашлама тәсілді өкшінде 45 килограмм тәшкил ете. 60 килограммға жеткірге деп ойлайбыз. Шәшіләсе культуралардың майданларына ұрлықлар жетерлік. Техникаларға ғылана спутник навигациясы аппаратурасы орнаштырылды. Агросәнәгать комплексінің агрополия информация системасы порталында қырларының электрон карталары болдырылды. Тірлішілік тармағында цифрлаштыру оңай нәтижелерін көрсәтә башлады. Районда шәші үшләрінде юғары егәрілді 13 сетел техникасы қатнашашақ. Оларны әзірлеу бойынша ауыл қожалығы министрлігі белән эзлекле эш алып барабыз. Быйыл азык культураларны игътибарын арттырып, ныклы запас булдырырга планлаштырдык. Вакытында түзелгән азык әзерләү үзәкләрендә азык тотылышын 17-18%-ка кадәр киметә алды. Казанда үткәрелгән соңгы ярминкәләрдә халыкның активлыгы авыл хуҗалыгы продукциясына сорауның артачагына инандырды. 30 машинада китерелгән 2 миллион сумлык продукция сатылды. Җитештерә алсаң, алучы булачак. В объеме произведенной продукции сельского хозяйства важную роль занимает фермерский класс. В районе 62 КФХ на их долю приходится 14% обрабатываемых сельхозугодий. В основном фермеры заняты молочным и мясным скотоводством. В 2021 году ими произведено 4300 тонн молока и 250 тонн мяса. В последние годы активно развиваются фермеры по направлению пчеловодства и выращивания плодовых культур. В течение 2 лет появилось 6 таких хозяйств. В Абдинском сельском поселении резин промпарк Метаком продолжает осваивать садковое рыбоводство по выращиванию осетровых пород. Начинали с 4 садков, сегодня их 16. Производственная мощность 20 тонн, планируем довести до 60. Создано 3 новых рабочих мест. Районда барлығы 4275 тәқси ярдәмші құжалық бар. Иqtisatның бұл секторында мүгізлі әрі тірлік саны 6432 баш тәшкил ете. Шул есептен сауым сиырлар 2068. Баш саны 100 шәхси құжалыққа есеплегенде 48 туры келе. 21 жылда шәхси ярдәмші құжалықлар 7,4 миллион сумлық дәулет ярдәме алды. Программаларда 5 құжалық қатнашырға әзірләне һәм 2 фирма агростап конкурсында документлар берді.
Свыше 43% ВТП района обеспечивают предприятия малого и среднего бизнеса. На 1 марта 2022 года численность занятых в сфере составляет 2056 человек. На сегодняшний день зарегистрировано 379 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 247 индивидуальных предпринимателей. В основном этот сектор занят в отраслях сельского хозяйства, промышленности и торговли. 2021 год был достаточно напряженным для многих отраслей экономики. Благодаря принятым антикризисным мерам, как на федеральном, так и на региональном уровне, удалось поддержать наших предпринимателей. 53 субъекта получили поддержку на общую сумму 19 миллионов рублей. В текущем году ставим план по участию наших предпринимателей в финансовой поддержке в сумме 301 миллион. На сегодняшний день один предприниматель получил поддержку в размере 1,5 миллиона рублей. В районе создан оперативный штаб для мониторинга и реагирования на проблемные моменты предприятий. В настоящее время в ежедневном режиме доводится информация о действующих банковских мерах. По льготным продуктам 3 предпринимателя получили поддержку 37 миллионов рублей. Численность самозанятых неуклонно растет. На 1 марта текущего года их количество составило 586 человек. Задача на 2022 год сохранить и увеличить показатель по развитию данного института не менее чем до 603 человек. Немаловажную роль во взаимодействии между органами власти и бизнесом осуществляет районный совет предпринимателей. Каждые полгода проводится конференция с приглашением различных ведомств. С 2019 года дан старт ежегодному конкурсу названия «Лучший предприниматель года» по каждой отрасли экономики. Мы совместно с Советом отмечаем достижения наиболее активных, их поощряем кубками, призами и сертификатами. В рамках популяризации малого и среднего бизнеса большое внимание уделяется подрастающему поколению. В 2021 году провели уникальный проект «Как стать предпринимателем», по итогам которого победитель получил призовой фонд и возможность реализации своего бизнес-плана. В 2021 году оборот розничной торговли по оценке составил 1,6 миллиарда рублей с ростом на 7%. В текущих условиях осуществляется ежедневный мониторинг цен и наличие товаров первой необходимости. Все продовольственные товары в торговых сетях, необходимые для населения количества, имеются. Завоз продолжается в рабочем режиме. В 8 населенных пунктах осуществляется выездная торговля потребительским кооперативом «Заря». Широкое развитие получила электронная торговля. Важную роль оказывает биржевая площадка Республиканского маркетингового центра. В 2021 году 17 поставщиков реализовали свои товары в РМС на сумму 157 миллионов рублей. В текущем году задача довести объем выручки до 507 миллионов. В настоящее время предприниматели заработали в поставках 7,8 миллиона рублей. В рейтинге по данному показателю район на 22 месте. Поиск новых рынков сбыта продукции – важное направление для развития экономики предприятий. У нас представлена сеть пунктов выдачи Озони, Валберис. Ежедневно товаров составляет свыше 200 позиций. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещающих товары на электронных торговых площадках, составляет 68 единиц. Доля в общем количестве субъектов МСП 18,2%. В текущем году ставится задача создания организации по обслуживанию предпринимателей, продающих продукцию через маркетплейсы. Планируется увеличение количества субъектов малого бизнеса, размещающих свою продукцию на электронных площадках до 20%. В течение последних 10 лет для нас незабываемой целью остается диверсификация экономики с увеличением доли промышленного производства в структуре валового территориального продукта. Нужно отметить, что постоянная и целенаправленная работа дает свои плоды. Благодаря развитию промышленного парка Тюляси, кооператива по переработке молока «Навруз», Шармашинскому кирпичному заводу и другим небольшим, но важным для района предприятиям в структуре ВТП, доля промышленного производства составила 20%. Главной опорой точкой роста промышленности является индустриальный парк Тюляси. Благодаря ощутимой поддержке президента Республики Татарстан правительства он имеет развитую инженерную инфраструктуру. Пройдена аккредитация Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономики Республики Татарстан. В 2021 году 4 резидента, включая управляющие компании, получили налоговые льготы. На отчетную дату имеется 12 действующих резидентов. Создано более 400 рабочих мест. Оборот в 2021 году увеличился на 5% и превысил 3,2
миллиарда рублей. В прошлом году резидентами уплачено более 260 миллионов налогов и обязательных платежей, в том числе бюджет района 35 миллионов рублей. В свою очередь, своим решением освободили территорию от арендной платы и земельного налога. Якорным резидентом и системообразующим предприятием является ОАО «Элемерпласт». В 2021 году построены производственные складские здания в общей площади 4,5 тысяч квадратных метров. Дополнительно приобретено 20 термопласт-автоматов. Годовой оборот составил 2,8 миллиарда рублей. Трудоустроено 260 человек. Всего за 7 лет инвестировано более 2 миллиардов, в том числе за прошедший год 880 миллионов. ОАО «Авангард-строй» предприятие с оборотом 150 миллионов рублей. Получив 22 миллиона льготного кредита по линии фонда поддержки предпринимательства, построили производственный цех на 1200 квадратов. В текущем году планируется покупка оборудования и комплектация цеха для дальнейшей работы. Численность работников увеличится до 90. Резидент ОАО «Богоровская роза» теплица в начале 2020 года ввел эксплуатацию складской пункт с холодильной камерой общей площадью 648 квадратов. В предстоящие 2 года планируется расширение и строительство еще 2 теплиц площадью 1700 квадратных метров. Сумма инвестиций составит 45 миллионов рублей. К весенним праздникам предприятием было выращено 2 миллиона цветов. Развиваются тюльясинские стальные профили. Расширили производство, вложив 5 миллионов рублей в покупку современного оборудования по производству профнастила и сайдинга. Создано 3 новых рабочих места. Дополнительным направлением организации выбрала кролиководство, куда инвестировано 6 миллионов рублей. Тюльясинский маслозавод «Наурус» реализовал продукцию на сумму 616 миллионов рублей, что на 80% выше, чем в 2020 году. Трудоустроено 74 человека. В текущем году планируется дальнейшее расширение производственных линий. Рассчитываем на товарооборот свыше 1 миллиарда рублей. ОАО «Питомник растений Тюляси» увеличила территорию посадки до 26 гектаров. Отрадно, что выращенные у нас растения используются при обустройстве не только нашего района, но и всей республики. Продолжается реализация инвестиционного проекта строительства комплекса по сжижению природного газа мощностью 1,5 тонны в час. Во втором квартале текущего года планируется запуск завода. Стоимость проекта составляет 950 миллионов рублей. Будет создано порядка 30 новых рабочих мест. В настоящее время мы находимся в постоянном контакте с каждым промышленным предприятием района. Ситуация стабильная. В нынешнем году основная задача – обеспечить прирост валового территориального продукта на уровне минимум на 4%. Для достижения поставленных задач нам необходимо обеспечить реализацию всех инвестиционных проектов, оперативно решать возникающие вопросы действующих предприятий и работать над привлечением новых инвесторов. Доходы людей – это, пожалуй, самый главный вызов, который беспокоит сегодня каждую семью. Размер среднемесячной заработной платы по итогам 2021 года составил чуть выше 31 тысячи рублей, или 109% к предыдущему году. Для повышения эффективности отрасли экономики необходимо сохранить тем просто заработную плату не менее 5%. В целях профилактики правонарушений ежемесячно межведомственной комиссии по легализации доходов и выявлению неформального рынка труда проводится комиссии с заслушиванием работодателей, выплачивающих заработную плату в нижнем род. За 2021 год было заслушано 64 организации, погашено задолженности на сумму 2,4 миллиона рублей. В результате планомерной работы в течение 2021 года удалось снизить уровень безработицы с 1,46 до 1%. Численность зарегистрированных в центре занятости безработных составляет 64 человека. Коэффициент напряженности 0,75. Во втором квартале планируется уменьшить количество безработных до 40 человек. Улучшение качества жизни, создание комфортных условий проживания населения является нашей конечной целью. Инвестиции в дорожное хозяйство превысили 550 миллионов рублей. По президентской программе «Наш двор» выполнено благоустройство 4 дворов в населенном пункте Тюляси. Введено более 7 тысяч квадратных метров жилья. Реализованы проекты по строительству и капитальному ремонту социально значимых объектов на общую сумму более 100 миллионов рублей. В текущем году стоит задача ввода 5 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день план выполнен на 82%.
Также не могу не отметить, что в этом году приступили к капитальному ремонту Тюльясинской центральной районной больницы, построенной в 1987 году. Большую роль в повышении гражданской активности населения играет программа самообложения граждан. В прошлом году вложили 4,7 миллионов, из бюджета республики было выделено около 19. Благодаря программе был решен вопрос строительства, ремонта сельских дорог, оборудования детских площадок, благоустройства памятников природы и другие. Спортсмены Тюльясинского района не только занимают призовые места, но и становятся чемпионами республиканского, всероссийского и международного уровня. В прошлом году президентом республики было сделано замечание по охвату населения занятиями физкультурой и спортом. С этого периода мы смогли увеличить охват до 53% и подняться выше среднего республиканского уровня. 7 лет подряд наши муниципальные служащие занимают спартакиады призовые места. Чемпионаты Республики Татарстан и Приволжского федерального округа по армспорту средились с повреждением опорно-двигательного аппарата. Наши ребята продолжают занимать лидирующие позиции. На базе Тюльясинского местного отделения ДОСТА функционирует картинный клуб, где занимается 54 юных гонщика. 21 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Шуңа күрә дә милләтләргә һәм мәдәнияткә аерым игътибар бирелде. 25 февраль көне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссия җитәкчесе Марат Гатыйфуллы Әхмәтов катнашында булып үткән семинар киңәшмәгә килүче кунакларны үз тәҗрибәбез белән таныштырдык. Башкарылган эшләребезгә нәтиҗә ясап кына калмыйча, киләчәккә яңа максатларда куйдык. 20 март көне район мәдәният йортында талантлы яшьләр халкыбыз горурлыгы дип исемләнгән яшьләр фестиваленең гала концерты узды. Мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре милли проектларда катнашып, төрле номинацияларда җиңү яуладылар һәм барлыгы 5 миллион сумлык грантка ия булдылар. Районда эшләп килүче 23 мәктәпнең 19-ы татар телендә, 4-се рус телендә белем бирә. Татар телендә тәрбия бирелүче балалар эше 92,4%. 20 елга чагыштырганда үсеш 7% тәшкил итә. 21-22 уку елында Теләче урта мәктәбендә 4-нче сыйныфның 3-се татар телендә белем ала башлады. Указом президента Республики Татарстан 22 год объявлен годом цифровизации. В связи с этим был составлен комплексный план мероприятий на предстоящий год, который включает как тематические культурные мероприятия, так и направлен на изменение и получение конкретных результатов цифровизации. Вчера в Тюльясинской средней школе прошел урок цифра. Доля оказанных услуг в электронной форме составляет 46%. Для достижения целевого показателя в 2022 году проводится работа по информированию населения и бизнес-сообщества по всем каналам коммуникации о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Уважаемый Алексей Валерьевич, в заключение своего доклада, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить президента Республики Рустама Нургалиевича, вас, правительство и все отраслевые министерства за возможность в реализации на территории Тюльясинского муниципального района программ, направленных на улучшение благосостояния населения и развития экономики. В свою очередь мы приложим все усилия для выполнения поставленных задач. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Ихтибарович, рахмат. Спасибо. Марат Гольевич, как у нас обстоят дела по языку? Уважаемый Алексей Валерьевич, на самом деле в муниципальном районе хорошая динамика в части обеспечения паритетности обоих государственных языков. Это наблюдается в самой деятельности главы и его аппарата. Это и воспитание в дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях. Особенно удивительная хорошая динамика в части выбора на татарском языке обучения детей татар, поступивших в 1 класс. И насыщенно прошел прошлый год как год родных языков. Желание эту динамику сохранить. Хорошо, спасибо. Кадар Авкадович. Алексей Валерьевич, значит, в текущих условиях, конечно же, важно для района обеспечить реализацию тех проектов, которые сегодня вот и глава обозначил. Там есть уже проекты, которые на стадии завершения.
Эти вопросы завершить, обратить внимание. Здесь мы вот и в рамках нашего штаба эту работу совместно проводим. То, что касается по МСП, по относительным показателям, результаты района неплохие. Они находятся на 11-14 местах, поэтому здесь работа она тоже ведется. И в части промышленного парка Тюличи, то, что туда вложено было огромное количество средств, работа там идет активно, но заполняемость пока 36%. Здесь тоже нужно сейчас управляющей компании более активно. И есть вопрос от ЛМРЦ, главного резидента вашего. Там есть вопросы по их проектам, поэтому здесь понимание есть, будем с ними работать. Район в этом направлении работает нормально, положительно. Хорошо, принято. Глеб Сергеевич. Уважаемый Алексей Валерьевич, мы провели 3 встречи в районе. То есть первое – прием совместно с заместителем прокурора Юлией Ивановной Наумовой. 22 числа выезжали в район, проехали ряд предприятий, посмотрели, пообщались с бизнесом. Вчера встречались совместно с Министерством экономики, с рядом резидентов промышленного парка. Жалоб на органы власти, на органы местного управления предпринимателей нет. Сейчас все вопросы в плоскости финансирования текущей деятельности. Долгая логистика, вот тот же резидент, о котором Митхат Равкадович сказал, у него проблемы с доставкой красителей из Турции, то есть более 4 недель идет. Мы все в рамках штаба с Министерством экономики отрабатываем. Принято. Назип Нагибович, хочу пожелать вам удачной работы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, какие вопросы у кого есть? Вопросов не поступало. Если вопросов нет, всем спасибо.